Основная цель проекта – просветительская, научно-популяризационная деятельность на территории республики. Начали с наиболее актуальной злободневной темы – вакцинации. В силу сложного доступа к информации в интернете участники встречи поставили перед собой задачу ответить на волнующие людей вопросы. Публикации могут кардинально разниться в своих данных, в своих сведениях. И, казалось бы, аргументированы они все научно. И очень сложно обывателю разобраться, где правда, где вымысел. Но учитывая то, насколько маленькое у нас государство, и есть уже примеры абсолютного искоренения пандемии на территории некоторых маленьких государств. Это Сан-Марино, это Гибралтар. Они полностью провакцинировали свое население, и у них нет ни единого случая заражения коронавирусной инфекцией длительный период времени. Кроме каких-то там завозных случаев, но население уже не заражается. Поэтому, наверное, мы должны следовать по пути каких-то позитивных примеров и по пути выхода из этого кризиса для всех нас. Руководитель проекта ОСХР Валерий Джинжоли отметил, что тема вакцинации стояла остро всегда. Он рассказал об истории вакцинации, о том, каким образом производятся противовирусные, в том числе и российская «Спутник Ви». Значит, в случае конкретно спутника Ви используют два вектора, оба хорошо известны. Первый вектор используют для того, чтобы осуществить первую встречу организма с патогеном. Это плохо известный организму вектор, благодаря чему иммунный ответ к самому вектору не перекрывает иммунный ответ к новому белку. Второй вектор используют для последующей прививки, и он отличается от первого, чтобы опять-таки иммунный ответ на сам вектор не перекрыл иммунный ответ на белок коронавируса, благодаря чему формируется устойчивый иммунный ответ. Вакцинация – самый экономичный и эффективный метод защиты от инфекционных заболеваний. Ее цель – имитировать возбудителя. То есть вакцина создает у нас в организме ложное впечатление, что организм подвергается атаке неестественным возбудителем. Медик Алиса Мату отметила, что основная цель проведения вакцинации от коронавирусной инфекции – создание коллективного иммунитета. Коллективный иммунитет или так называемый популяционный иммунитет, он может быть создан двумя способами. Это после того, как пациент переболел или популяция переболела естественным путем, и если пациент с помощью вакцинации создается иммунитет. Естественно, некоторые считают, что зачем нам вакцинация, мы можем естественным путем переболеть, будет иммунитет, все будет замечательно. Но возбудитель возбудителю рознь. Часть возбудителей у одного пациента вызывают малосимптомную реакцию, практически бессимптомную, как при ковиде. Пациенты делятся на тех, которые переносят практически бессимптомно, пациенты средней степени тяжести, тяжелой степени тяжести. Да? Предвосхитить это невозможно. И мы сегодня, пройдя, если говорить о ковидной истории, уже тысячи пациентов, мы видим, не будем говорить о мире, то, с чем мы сталкиваемся. Независимо практически от возраста, у нас может 90-летний пациент перенести легче, чем 25-летний человек. И такое в нашей практике было. Поэтому мы должны быть абсолютно бдительны и, безусловно, способствовать тому, чтобы человек неестественным путем переболел, так как мы не можем предвосхитить последствия, которые могут быть, а все-таки создать ему иммунитет путем вакцинации. Можно ли заболеть коронавирусом после прививки или быть заразным? Медики ответили на этот актуальнейший вопрос. Пациент не может заболеть вирусом COVID-19 никоим образом, потому что ни живой, ни убитый сам вирус COVID-19 в организм пациента не вводится. Соответственно, это просто априори невозможно заразиться путем вакцинации. Также есть еще, хочу развить еще один фейк. Часть пациентов предполагает, что после вакцинации может быть выделителем. Это тоже, естественно, невозможно. Если мы не заражаем путем вакцинации, то, естественно, и выделять тоже нечего будет. По имеющимся научным данным, которые еще не окончательные, чтобы победить коронавирус, у 70% населения должен быть иммунитет от болезни, отмечалось на встрече. В рамках проекта ОСХР будут проводиться встречи с известными учеными, врачами страны, открытые интерактивные беседы на интересующие темы в области медицины, биотехнологий, генетики, экологии. Шазина Ханагу, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.